хотел бы начать с того, что наша жизнь, она состоит из разных сфер, в которых мы проходим разные периоды. Я думаю, вы все согласны с этим, да? Аминь? Аминь. 4 основных, которые бы хотел выделить. Их на самом деле намного больше, но 4 основных. Можно, пожалуйста, второй слайд, который идет? 4 основные сферы жизни человека. Первое — это взаимоотношения с Богом. Второе — это финансы. Третье — это семья. И четвертое — это здоровье. Хотелось бы, конечно, сегодня максимально структурно, максимально красиво по полочкам, но я вам этого не гарантирую, поэтому, скорее всего, будет общий вектор и место для ваших мыслей на основании Божьего Слова. Вот. Это мы запомнили. Что касается периодов жизни. Можно будет, пожалуйста, картинку с волнами первую? Обычно служителя, спикеры, они приводят примеры на том, что ближе к ним, правильно же? Павел писал про палатки, Иисус рыбакам объяснял про рыбу и так далее. Я вам сегодня приведу пример со звуком. Вот. Можно, пожалуйста, эту картинку? Если что, у меня доска есть на запас, если вдруг не получается. Ладно. Я, честно, хотел красиво на экране, модно, но, видимо, будем поддерживать тенденцию Олега Ивановича с рисунком. Все мы согласны, что наша жизнь состоит из периодов, из взлетов и падений, правильно? Правильно. Что такое звук? Это, надеюсь, все поймете. Во всяком случае, в конце должны, по идее, понять. Даже моя мама поняла, которая от звука далека. Звук — это колебание волн. Мне кажется, как только мне пришла тема сегодняшней проповеди, она называется «И это пройдет». Можно, пожалуйста, секундочку, эту заставку хотя бы поставить? Спасибо большое. Самый первый слайд. «И это пройдет». В плане того, что в нашей жизни есть взлеты, есть падения. В этом плане почему-то у меня пришло на сердце именно вот такой пример, в моем случае, с звуковой волной. Вот. Что интересно в том, что в хороших периодах жизни, сейчас, секундочку, в хороших периодах жизни человеку обычно свойственно, у меня и так все хорошо, и часто в такие периоды человек, он менее зависим от Бога становится. То есть, у меня все хорошо, слава Богу, в церковь хожу, с финансами все в порядке, жена, она довольна, мы ездим в отпуск и так далее. Вот. Поэтому у меня сразу приходит местописание на ум, что, сейчас, секундочку, местописание приходит на ум. 1 Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Что когда мы находимся, я вот так вот сделаю, 1 Коринфянам, 10, 12, по идее там должно быть. Прочитаем его с вами, откроем, прочитаем, секундочку, пожалуйста. Я буду читать в новом русском переводе. 10 глава, 12 стих, отлично. Так что если кому кажется, что он стоит уверенно, то пусть остерегается, как ему не упасть. То есть в такие периоды, когда у нас все хорошо, человеку свойственно так, что он, как вот, знаете, такой пример приведу, то что самолет летит, все нормально, да? Есть процент верующих, но большинство нет. Стоит самолету падать, все становятся верующими. Вот. И в этом плане, когда у человека все хорошо, человек менее зависим от Бога. Ладно. Однако в периоды, когда мы находимся на спаде, так скажем, или как-то, то есть в таких обстоятельствах, которые не самые благоприятные, мы взываем к Богу. Вот. Что я хотел привести касательно со звуком, особенно, что мне было интересно, в том, что вот есть вот такая система, да, у нас, то есть
подъем, спуск, подъем, спуск, подъем, спуск. Но в звуке есть одна очень интересная штука, называется противофаза. То есть в этот же период, когда волна проходит, ну, вот так вот, да, если в этот же период волна будет идти абсолютно наоборот, то результат аннулируется. Потому что происходит вычитание этих волн. И основной мой посыл сегодня вот именно в ключе того, что находясь вот наверху, на подъеме, всегда есть та сторона, которая хочет этот подъем как-то аннулировать, минимизировать. То есть, как писал Петр, сейчас, нет, секундочку. Как писал Павел, да, прошу прощения, во 2 Коринфянам, 2 глава, 11 стих, то, что нам не безызвестны планы дьявола. В плане того, что когда мы находимся именно на подъеме, он может теми или иными способами отвлекать наше внимание от Господа. Вот. В свою очередь, когда мы проходим долину смертной тени, как писал Давид в Псалме, не убоимся зла. Почему? Потому что у нас есть также противофаза, которая хочет аннулировать отрицательный момент. Бог дает нам обетование в жизни. Еще с самого начала, еще с бытия, Бог дает обетование о том, что я тебя не оставлю, не покину. То есть, если наши обстоятельства, если наша жизнь, она меняется, то Бог, Он неизменен. И Он дает нам обетования, которые мы принимаем, так как мы Его дети. Вот. И что еще хотел подметить, что, даст Бог, все будет понятно. Вот. Что звук может как идти ровно, так идти на спад, так может и подниматься, ну, то есть становиться громче. Понятно. Я хочу проассоциировать вот этот вот рисунок, эту картинку именно с взаимоотношениями с Богом. Вот в этом разделе, в плане того, что когда мы принимаем Господа как нашего Спасителя Иисуса Христа, наша жизнь меняется в лучшую сторону. Конечно, в физическом плане не всегда это прям вот в лучшую сторону буквально, то, что у нас там все становится хорошо, у нас нет никаких проблем, наоборот, в нашей жизни пропадает штиль, но об этом я скажу чуть позже. В плане того, что побуждение, чтобы наши взаимоотношения с Богом были по типу вот этой волны, то, что оно начинается с малого и идет к большему. Правильно? У меня сразу пришло 2 местописания, они из одной и той же главы. Это от Луки 16 глава, это 10 стих, и это 16 стих. К чему я их привяжу? К тому, что, вот, допустим, сейчас скажу, в плане того, что я вот перечислил 4 основные темы, я прям в каждую не буду уходить, я обобщу. В плане того, что у вас, вот вы, допустим, начали ходить в церковь, начали служить с какого-то малого служения, допустим, да, но вы хотите такие, ну вот, хотелось бы вот сюда сразу. Честно, я вчера не особо хотел сюда. Вот. Меня та позиция устраивала. Вот. И к чему я привожу? К тому, что в малом вы находитесь, вот, допустим, вы в ашерском служении, которого у нас нет, но благословляю, оно будет. У нас же нет пока ашерского служения. Нет. Вот. Но благословляю, что оно будет. Вы хотите большего. Но Луки, сейчас буква Л просто, 16 глава, 10 стих, о чем говорит? О том, что верный в малом будет верный в большем. Аминь? Вы плюс-минус понимаете, о чем я говорю? Слава Богу. Вот. В плане того, что вы вот на такой позиции, да? Сейчас, допустим, в ашерском. Но вот как Олег Иванович на прошлой проповеди приводил пример того, что он ехал с каким-то братом, если не ошибаюсь, он наступил, и там сразу плоть такая. Вот. В плане того, что вот вы находитесь на таком... О, красавчик. Слава Богу. Спасибо.
Ну, я не ждал этого, но тем не менее приятно. Слава Богу. Вот. Вы находитесь, допустим, в ашерском служении, но у вас есть, есть какие-то ситуации, которые вам неприятны, и Бог не дает сверхсилы. Сверхсилу Он не дает. То есть, если Он вас сейчас допустил до такого служения, значит, Он понимает, что вы можете его пройти. Если Он допускает до уровня каких-то неблагоприятных условий, каких-то противодействий в вашем случае, Он знает, что вы можете это пройти. Но имеется в виду, потому что если у вас проблемы вот на маленьком уровне здесь, то как вы можете, вам рано стремиться к тому, чтобы быть миссионерские поездки, покорять континенты, потому что, может, просто нужно, не знаю, в гардеробе кому-то помочь начать с малого. Вот. И это относится также к финансам, к семье и так далее. То есть финансам Дмитрий Анатольевич Маслак очень хорошо приводил пример. Почему? Потому что пока у человека нет измененного мышления в этом плане, пока он находится в долгах и так далее, он, как он говорил, оружие детям не дают. Вот в этом плане. В плане также семьи, допустим. Если в моем случае у меня есть моя будущая жена, мы находимся далеко друг от друга, но у нас сейчас такой период, когда мы проходим по большей части удаленно, мы друг друга поддерживаем. У нее служение, у меня служение. Если мы сейчас не можем поддержать, допустим, друг друга на уровне того, что я устал, она устала, при этом мы еще даже не в браке, мы еще не в одной квартире, ее не раздражают мои разбросанные носки. Вот. В этом плане, если мы не научимся, не пройдем этот этап, то как потом подходить к тому этапу, когда она будет ночами с нашим будущим ребенком проводить и так далее. То есть если я в этом этапе не могу его пройти, то как говорить о будущем? Поэтому верный в малом будет верный в большем. Вот. Что могу сказать насчет взаимоотношений именно с Богом? Потому что у нас растет наши действия, допустим, простите, такой пример приведу, ашерское, потом какое служение там дальше может быть, медиа может быть, потом, и так далее. То есть берем не карьерный рост, а просто по мере ответственности именно мы берем. Когда у нас растет действие, у нас растет и противодействие. Аминь. Вот. В плане того, что 6 стихов после Лука пишет, что 16 забито, да? Да. Можно вывести, пожалуйста, или нельзя? Ладно, прочитаем так. От Луки 16 глава, 16 стих. В новом русском переводе звучит так. Я хочу обратить внимание на именно вторую часть. «Время закона и пророков было до Иоанна. Сейчас же возвещается радостная весть о Божьем Царстве, и каждый прилагает усилия, чтобы попасть в него». То есть, чтобы выйти на больший уровень взаимоотношения с Богом, нам нужно прилагать больше усилий. И важно понимать, что предела близости взаимоотношений с Богом нет. Так? Аминь? Аминь. Вот. Это, я думаю, эти художества, с ними все. Вот. Проходя тот или иной период, важно помнить, проходя тот или иной период, что в каждом периоде Бог может открываться по-новому. То есть если, даст Бог, чтобы мы все были богаты на всякое доброе дело и, как и повелено, не быть никому ничем должным, но, допустим, если человек проходит через какие-то финансовые трудности, даст Бог, чтобы его отношение в этом плане менялось, подход, но в этой ситуации, то есть он находится внизу, в этой ситуации
мы берем обетование для конкретной ситуации, то, что вот Господь наш обеспечитель, что молиться об этом и так далее. В этой ситуации Бог может открыться нам как обеспечитель. То, что возложите ваши нужды. Но, что немаловажно, нужно не вырывать из контекста, потому что еще в Ветхом Завете Бог сказал, 6 дней работай, это что касается именно в финансовом плане. То есть не работай так, что ты сидишь, Бог, у меня долги, у меня неоплаченные долги, вот хотелось бы квартиру, хотелось бы это, вот написано же, просите, дано будет вам. Но Бог не отменял то, что было сказано в Ветхом Завете, что 6 дней работай, делай дела свои. Это же ведь не отменено было. И плюс, в плане того, когда мы трудимся 6 дней, Бог создал нас по своему образу и подобию. Когда Бог создавал, Он создавал 6 дней, на 7-й отдыхал. В этом плане мы также по Его образу и подобию призваны 6 дней работать, делать дела свои, и 7-й день уже отдавать Господу. Это что касается в финансовом плане. И также и в других ситуациях, что когда, не знаю, вы хотите, допустим, семейная пара, она хочет ребенка, вот, и подворачиваются какие-то обстоятельства, в которых, там, не знаю, может, двоюродная сестра или еще кто-то оставляет им ребенка, они проходят этап подготовки в этом плане того, что у них вырабатывается терпение, потому что с чужими детьми не всегда хватает терпения проводить время. Вот. Поэтому в каждом этапе Бог может открываться по-новому. Также каждый этап нашей жизни – это проверка нашего сердца на самом деле. Мне приходит сразу, опять же, почему-то именно апостол Павел, про то, что он писал, что, сейчас дословно прочитаю, это Филиппийцам 4 глава, 11 стих, 11-12 стих. «Я говорю это не потому, что нуждаюсь в чем-либо, ведь я научился быть довольным в любых обстоятельствах». То есть Павел ободряет в плане того, что он научился жить в любых обстоятельствах. «Я знаю, что такое скудость, я знаю, что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну, как быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и быть в нужде. Я все могу благодаря тому, кто дает мне силы». То есть, прошу прощения. Вот. Яркий пример того, что Павел, проходя много разных этапов, его сердце, оно становилось на самом деле все мягче и мягче. И больше того скажу, следующий пункт, который бы я хотел сказать, то, какой период вы проходите и как вы его проходите, видят другие. И это может быть примером для других. Вот, собственно говоря, как Павел. Тонул в тюрьме, палками побивали. То есть, обстоятельства, наши жизненные обстоятельства, мне кажется, на его фоне это просто, вообще ни о чем. И тем не менее, он пишет: радуйтесь. Он дает нам пример того, что, находясь, он начинал также с малого. Правда, конечно, его призыв к Богу был такой шокирующий, то, что он упал с коня, ослеп, но зато какой рост. В плане того, что он начинал с малого также. То есть где-то там его не пускали на служение, то есть малое противодействие какие-то. И дошло до того, что что тонул, что в тюрьме сидел. То есть по мере того, как он проходил это все, он рос, и его противодействие также, противодействие его служению, его росту, оно было. Но тем не менее он дает пример того, что в Боге все могу, благодаря тому, кто дает мне силы. Вот. Что касается, если кто-то помнит, я сказал про штиль. Интересная мысль возникла в плане того, что штиль в жизни невозможен. Штиль в жизни невозможен, во всяком случае, в жизни праведника. Сейчас попытаюсь объяснить, почему. В плане человека, который не спасен через примирение с Господом Иисусом Христом, он находится под властью греха. Там все понятно, там идет игра на удержание, если по-простому. Понимаете? То
есть человек, который не принял Господа, он, я думаю, это база, это понятно, то, что он находится под властью греха, и там идет игра на удержание. То есть у человека есть какие-то предрассудки, которые вкладывает ему явно не Бог, про то, что там я слишком грешен, чтобы идти в церковь, я когда-нибудь потом приду, Бог там злой и так далее. То есть много разных предубеждений, лишь бы человек не имел возможности воссоединить свои взаимоотношения с Богом. В этом плане у него штиль, то, что он живет по понятиям плоти, по каким-то этическим законам, но он живет по плоти. То есть у него глаза не открыты на те или иные вещи. Бог дает право выбора. Вот. Еще с самого начала, когда на земле были только Адам и Ева. Вот. Да, он хочет, чтобы каждый был спасен, но при этом он не делает это против воли человека. Однако порой допускает обстоятельства, при которых человек задумается о том, что, может, Бог-то ему все-таки нужен. Ну, вот как пример с апостолом Павлом. В жизни праведника же как раз-таки идет война, там отсутствует этот штиль. Потому что происходят постоянно попытки вернуть территории. То есть человек, который спасся, он находился до настоящего момента под властью дьявола, под властью греха, он принял Господа Иисуса как своего Спасителя, все, его жизнь меняется. Он переходит от власти греха под защиту Иисуса. И в этом плане со стороны дьявола уже проявляется больше интерес, потому что он понимает, у меня забрали то, что было, мое. Больше того скажу, помимо того, что забрали его, если взять тот же пример с апостолом Павлом, да? Спасся один человек. А если посмотреть потом, сколько человек он еще больше спас. То есть, понимаете, спасся один, и через него спаслось еще большее количество. В этом плане, в отличие от человека, который не спасен, который не в Боге, к нему интерес дьявола, просто контролировать, кормить какими-то возможными плюшками, деньгами, связями и так далее. То есть создавать все, лишь бы ребенок, все, вот не нужен тебе Бог, все хорошо, все. А в плане, когда человек становится с Господом, когда он начинает особенно расти, дьявол пытается вернуть территории. Опять же, увеличивается, чем больше действия, тем больше противодействия обычно. Вы здесь? Слава Богу. Вот. И в этом плане, если взять даже именно в духовном плане, не в плане того, что обстоятельства, а даже в духовном плане то, что когда человек начинает жить с Богом, его жизнь, она меняется. И в этом плане хочу привести местописание из послания к римлянам. Это у нас 7 глава, 15-21 стих. «Я и сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю. А вместо этого делаю, что ненавижу. Если я делаю то, чего не хочу, то тем самым соглашаюсь, что сам закон хорош. Ведь это уже делаю не я сам, а грех, который живет во мне. Я знаю, что во мне, в плоти моей, нет ничего хорошего, потому что я хочу делать добро, но не могу. И то, что я делаю, это не то добро, которое я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, которого не хочу делать». Когда я только начинал читать, я такой, ничего не понятно, но очень интересно. Я думаю, вы примерно поняли, о чем я сказал. Про то, что когда человек становится праведником, его жизнь меняется. Ему открывается горизонт того, что жизнь не только по плоти, и по большей части не по плоти, а по духу. Но плоть-то никуда не деется, и в этом плане заключается смысл тезиса, что штиль в жизни праведника, он невозможен. В плане того, что всегда есть какие-то противодействия. Вот. Также хотелось привести некоторые примеры просто из Библии, которыми я был приятно удивлен. Не то, что приятно удивлен, скорее воодушевлен со своим тезкой, в честь которого меня назвали, Давид.
читая Библию, смотря на его историю, на его график, можно так по-простому буду говорить, на график его жизни, если так по-простому выразиться, по-понятному. Что интересное, он рождается в семье младшей. То есть его жизнь с самого начала задается так, что принеси, подай, не мешай. Но тем не менее, в нем вырабатывается смирение, в нем вырабатывается характер будущего слуги, как выясняют, слуги в смысле, в том, что он служитель. Вот. Он пасет овец, у него появляется возможность выстраивать близкие взаимоотношения с Богом путем того, что он пишет псалмы, играет на арфе. Вот. Также у него появляется возможность развивать в себе будущие способности воина. Вот. Тут интересно, тут у него происходит, как смею предположить, резкий рост, то, что его помазывают на престол. Можно было бы, мне кажется, многие люди, зная спойлер к своей жизни, спойлер — это предусловие, то, что вот что будет, зная, что его помазали будущим царем, многие, мне кажется, такие: а вы знаете, кто я? Я же царь будущий. Нет. Это не в его случае было. То есть, зная, что его ждет, он все равно проявляет смирение. И также то, что вы проходите, это же никуда не вычитается. То есть, условно говоря, опять же, пример со служением в церкви. Если вы служили в Ашерском, потом пошли до медиа, проходя какую-то ситуацию, допустим, где-то на первом этаже, если вы заметили, что там нет кого-то, вы уже сталкивались с этим. То есть, встречал я раньше людей, потом пошел в медиа служить. Приходя, допустим, в церковь, я вижу, что приходит новый человек, ему некому встретить, потому что на данный момент, допустим, ашер занят. Я, проходя этот период, я уже служа, я имею опыт, я подхожу: здравствуйте, простите, пожалуйста, Лариса Леонидовна, я сломал колесико. Вот, в плане того, что сохраняется опыт пройденных этапов жизни. Также и у Давида, то есть он в моменте, когда схватка с Голиафом, когда Соломона тогда еще не было, Саул, когда Саул ему сказал: мальчик, ты себя видел? Ты видел того воина? Что Давид ему ответил? Он вспомнил о том, что он побеждал льва, догонял, разрывал пасть, вытаскивал овцу. И он подал это кротко еще, зная на тот момент, что будущий царь. И при этом он говорит кротко: слуга твой догонял, отнимал, возвращал, умерщвлял. И плюс это также в духовном плане рост по его жизни. То есть у него появляется противодействие в виде Голиафа. То есть там великие воины боялись, а он говорит, что с Господом, с Господом. Но у него есть опыт. Вот. Также у него проходит рост потом. То есть, когда начинают петь про то, что Саул убил тысячи, Давид убил десятки тысяч, то также идет проверка. То есть он на вершине, да, он великий воин, он в почете, он находится сейчас на вершине. Тем не менее, есть противодействие, которое пытается его утащить. Гордость, которая могла возникнуть, когда тебе поют десятки тысяч, ты знаешь, что ты будущий царь, там уже прям вот прям есть что-то такое, что, знаешь, вот. Сейчас, секундочку. Вот. Что пытается его, эту вершину как раз-таки убрать. Дальше что происходит? Саул возненавидел, увидел в нем конкурента и так далее, при том, что Давид как бы кротко служил. Давид пробивает, так сказать, новое дно в плане того, что он отправляется в горы, бежит. И вот еще один момент, проходя тот или иной этап, сейчас, секундочку, проходя тот или иной этап, Бог может что-то нам показывать. То есть
что в Библии написано? То, что к Давиду присоединились угнетенные, отверженные и так далее. То есть он был сам в изгнании, и к нему присоединилась еще такая же группа. Но что показывается потом, если мы берем перспективу? Что они стали великими воинами. Правильно? Но в тот момент, когда он их встретил, он был сам угнетен, и они были угнетены. А если бы он не был угнетен, а они были угнетены, он бы познакомился с вот этими будущими великими. То есть, оказавшись вот на вот этом вот дне из королевского дворца в горы, лишь бы не убили, к нему присоединяется, то есть Бог дает возможность того, что он набирает, сейчас, так сказать, команду. И они вместе поднимаются. Вот. Также то, что есть мой любимый стих в любой непонятной ситуации, что написано Римлянам 8:28, что написано: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот. И в определенные этапы жизни, когда вот мы находимся в фазе, не знаю, противодействия, стоит рассматривать вот как раз такие местописания, что апостол Павел, допустим, писал во 2 Коринфянам 12 глава, 9 стих, он писал про то, что он просил Бога о том, чтобы Бог три раза, по-моему, да, он просил Бога, чтобы он его избавил от этого. Бог ему что ответил: «Достаточно для тебя благодати моей». Вот. И что касается Давида, в этот момент у него, опять же, были возможности, когда он мог здесь и сейчас решить вопрос с царством, тем не менее он отдает ситуацию в руки Божьи. То есть он не берет на себя грех того, чтобы вот здесь и сейчас принять то, что ему тогда обещали, что он будет будущим царем. Тем не менее, он не стал это делать вот как раз-таки по плоти, если по-простому, то что вот здесь и сейчас решить этот вопрос. Вот. Это что касается Давида. Секундочку. Вот. В плане Давида я хотел, именно подметить того, что, зная в тот момент, что он будет будущим царем, то есть он все равно доверяет Богу. Потому что написано? Екклезиаст 3 глава, 1 стих, это у нас всему свое время. То есть у Бога свои времена и сроки. И в этом плане он отдает это в руки Божьи и доверяется ему. Он, если посмотреть вообще на псалмы, там постоянно то хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. Есть даже картинка такая, где два напитка в одно сливают, в одну чашку, два разных напитка в одну чашку сливают, снизу написано «псалмы», чашка — это псалмы, и два разных напитка — это радость и горесть. Потому что в псалмах и то, и то. И вот псалмы из двух моментов состоят. И тем не менее, в псалмах, что бы я хотел подметить, в двух псалмах, в 102-м псалме, с 1 по 5 стих, секундочку, 102-й псалом. «Прославь, душа моя, Господа, все нутро мое, славь Его святое имя. Прославь, душа моя, Господа, не забудь добрые дела Его, того, кто прощает всю вину твою, исцеляет все твои болезни, кто избавляет от могилы твою жизнь и венчает тебя милостью и щедротами, кто наполняет твою жизнь благами, чтобы, подобно орлу, обновилась юность твоя». То есть, проходя те или иные периоды, когда, допустим, все мы устаем от чего-то. Иногда бывают такие периоды, читая Библию, в электронном варианте, там есть разные библейские планы. Я помню, у Джона Бивера, я как-то читал план про пустыню, то есть, когда ему казалось, что Бог не слышит, что Бог, что у него какой-то кризисный момент взаимоотношений с Богом, что не забывайте в плане того, что слава Богу,
важно помнить о том, что вот в этом стихе, в этой главе, хотел я подметить именно два момента. То, что «прославь, душа моя Господа», всегда нужно прославлять и благодарить Бога в любой ситуации. Как минимум за то, что Он дал нам этот день. Вот. И не забывай добрые дела Его. Я, когда готовился, очень честно хотел привести в пример как-то выход из Египта, Израиля, провести аналогию с тем, что выход из Египта того Израиля, это связано также с нами, то, что наша жизнь, когда мы принимаем Господа Иисуса, когда мы становимся жить по духу, это также выход из Египта в нашей жизни. Аминь. В землю обетованную. Вот. И что нам показывает история из Библии про выход из Египта? То, что Бог проявлял чудеса. То есть что? Он вывел, каким образом Он вывел их из Египта? Они же не просто встали и вышли, то есть их отпустили. Что было? Он явил свое могущество. Потому что Он, тем не менее, Он предлагал выбор. То есть Он не просто злой Бог, который, типа, отпусти мой народ, все. То есть Он дал право выбора. Раз нет, два нет, на 10-й да. Он показал могущество, то, что вот. И причем Он сделал как? Он показал, что какие боги, такие казни. Показал, что кто именно Бог здесь. По-простому, не с целью того, чтобы как-то себя возвысить. Ладно. Он вывел их из Египта. Все старое ушло. Так и в нашей жизни. То, что было до того, как мы приняли Господа Иисуса, какая жизнь была до этого, этот Египет. Дальше что? Раздвинул море. Все воодушевились. То есть Бог что-то сделал в нашей жизни, допустим, не знаю. Дал мне хорошую работу. Да, все хорошо. Я работаю дальше, иду. У меня там, не знаю, проблемы с семьей. Вот как тогда встал вопрос о еде. Бог им давал еду на каждый день. Также у меня Он решил эту проблему в этот период жизни. Но людям свойственно забывать в этом плане того, что в этом псалме не забудь добрые дела Его. Все, что вот мы когда читаем, особенно смотрим на то, что как они могли роптать-то? Он им море раздвинул, кто еще может так сделать? Кто спас их от колесниц фараона в тот период? Кто им давал еду на каждый день? Тем не менее, они забывали это. Так и мы в своей жизни порой, когда Бог являет нам свои чудеса, решает наши вопросы, особенно в период, когда, знаете, там какой-то вопрос стоит, который, только Бог мог решить. Никак, по-другому. Вот. И также здесь есть обетование, что обновляется юность, подобно орлу. Также Исаия писал, что в 40 главе 31 стих, что побегут и не устанут, что надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. То, что, опять же, проходя какой-то этап, когда ты устал и так далее, то есть у тебя всегда есть обетование от Бога. Вот. Это что касается псалмов и обетований. Сегодня мы кстати, сегодня у нас была хорошая песня «Любовь твоя верна». То есть, как я говорил, то, что Бог неизменен. То есть, если наши обстоятельства не меняются, то Бог, Он верен, Он неизменен. Бог есть любовь. И вот мы сегодня пели «Любовь твоя верна, Господь». То есть тут сразу два. Любовь верна. Даже три момента. Первое, то, что любовь верна. Второе, то, что ты все обращаешь во благо, Римлянам 8:28. И когда бушует шторм, про ночь и плач. Как там было, Зоя Алексеевна? Ночь. Утро будет радость. Это псалом. То, что вот проживал этот псалом, это 29-й псалом, 9 стих, что
Сейчас, секундочку. Нет, не 29-й, прошу прощения, видимо, ушибся. Вот, 6 стих. «Потому что гнев его длится миг, а милость его всю жизнь. Всю ночь может длиться плач, а утром приходит радость». То есть это также все я ободряю к тому, что суть сегодняшней, судя по таймингу, мини-проповеди, вот, к тому, что проходя те или иные периоды жизни в разных сферах, мы должны всегда помнить о том, что если мы находимся наверху, то есть все хорошо, не становиться теплым христианином, как это было написано, врать не буду, умничать не буду, точно не помню, кому именно было написано, но в Откровениях, в Ладикии, по-моему, если не ошибаюсь, что уж лучше бы ты был либо холодный, либо горячий. То есть, когда мы наверху, комфортно, знаете, вот лягушек варят, как, их не сразу в кипяток бросают, и в холодненькую водичку. Нормально, нормально, и они не замечают как. Вот, поэтому при хороших обстоятельствах всегда есть сила, которая хочет аннулировать, когда мы находимся в каких-то стесненных обстоятельствах. Также есть сила, которая хочет нас ободрить, помочь нам пройти. И в разных обстоятельствах жизни мы можем, читая Библию, принимать для себя разные обетования. Спасибо большое, вы герои. Вот. И что меня еще радует в псалмах, в том, что тезка мой Давид написал очень мощный псалом, 22-й псалом. Помните, да? Ни в чем не буду нуждаться. Что момент в 4 стихе. «И пусть пойду я долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». То есть у нас иногда там, когда ты идешь явно не долиной смертной тени, порой переживаешь. А тут Давид пишет. Еще, знаете, вот раньше, мне кажется, это сейчас у нас там, в переносном смысле слова, а раньше, мне кажется, прям, как сказал, так и есть. Поэтому, если раньше долиной смертной тени, то реально долиной смертной тени. Потому что жезл и посох, это был, прям действительно же, вот жезл, посох, это власть и так далее. Вот. Поэтому, и также 1 Петра, 1 глава, 6 стих, ободрение идет также. Поэтому всегда радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам приходится и страдать в различных испытаниях. Вот. Об этом писал он Петр. И подвести такой мини-итог. Так интересно, что когда я начал готовиться с конца. Я сначала написал итог, а потом уже написал все остальное. Поэтому как мне быть в этом периоде? Первое, понимать, что так будет не всегда. Тема сегодняшней проповеди называлась «И это пройдет». Почему «и это пройдет»? У меня есть один хороший друг, где-то здесь он сидит. Вот. Но вообще я узнал от своей будущей жены про эту историю, то, что у царя Соломона было кольцо. Это не написано в Библии, это как одна из теорий. Но тем не менее, люди, которые посвящают жизнь изучению всяких фактов и так далее, особенно у евреев, у них, насколько я знаю, нет такого, что там что-то написано, просто так написано. То есть там в этом плане все досконально, каждую букву считают и так далее. Поэтому, в принципе, можно, если не принимать за истину, то допускать, что вполне могло такое быть, что у царя Соломона было кольцо, на котором было написано 3 буквы, да? 3 буквы, спасибо. Которые символизировали именно фразу «и это пройдет». И каждый раз, когда он смотрел на это кольцо, будь хороший обстоятельства, он понимал, что так будет не всегда.
тяжелые обстоятельства, так будет не всегда. Вот. Поэтому понимать, что проходя этот период, эту ситуацию, у нее, вот знаете, здесь также бывает, что касается звука, там есть несколько величин. Первое — это время, второе — это амплитуда, сила, то есть наша жизнь. И есть период, там, по-моему, период так называют, период или как-то в том духе. То есть сколько эта волна может идти. То есть она может и быть маленькая, а может идти и долгая. То есть, но, тем не менее, на смену этому колебанию, этому периоду приходит новый период. Поэтому вот в Екклезиаста пишется, что всему свое время. Время радоваться, время плакать, время рождаться, время умирать. Особенно на самом деле, положа руку на сердце, вот, готовясь к этому, некоторые стихи проживаешь в буквальном смысле слова за последнюю неделю. Время рождаться и время умирать, например, прожито. Время плакать и время смеяться прожито. Лично мной. Вот. Время собирать камни, время их бросать. Вот. Поэтому это первый момент. Сегодня без экрана, я понял. Вот. Так будет не всегда. Второе. Не пытаться все контролировать, но при этом анализировать и быть отзывчивым. То есть часто, когда мы сталкиваемся с тем или иным, вот как сегодня, допустим, да, вот прям по слову, не пытаться все контролировать. Вчера создавал слайды, да, пытался готовиться, в итоге сегодня не работает. Но анализировать и быть отзывчивым. Я понял, что нет. Окей, идем дальше. И также просто людям чаще всего мы склонны из крайности в крайность. То есть либо мы, вот будет так, вот у меня будет жена такая, вот встречу там-то, будет столько-то детей и так далее, или работа будет такая, или служение будет такое. А когда Бог ведет, но Его мысли не наши мысли, мы обычно такие либо, в руки Божьи отдаю и все. Но ты понимаешь, что если не так, то значит для чего-то по-другому будет. Сам понял, что сказал? Аминь. Вот. То есть анализировать. Не почему я вот прохожу, допустим, да, а для чего? Вот если взять тот же Египет. То есть почему они 40 лет проходили? Потому что 10 из 12 сказали, что нет, мы не войдем. Из-за этого они проходили 40 бонусных лет в пустыне. Прости меня, Господи, пожалуйста. Вот. А если задать вопрос, зачем они проходили эти 40 лет в пустыне? Чтобы то поколение, которое было пропитано Египтом, но тем не менее, чьи глаза видели могущество Бога, но усомнились, как бы это ни звучало сейчас, конечно, жестко, но чтобы оно осталось в пустыне. Вот эти 40 лет были. Также и у нас порой мы хотим роста в Боге, роста во взаимоотношениях, роста в финансовом плане, но пока у нас есть то, что мешает нам, мы должны это оставить, и потом будет новый шаг. Ну а можно ходить и думать, почему, Господи, вот я не получаю денег больше? Да потому что у тебя есть, допустим, там шопоголизм. Это прям экспромт такой. Вот. И пока ты не решишь этот момент, станешь ты больше зарабатывать. Что дальше-то? У тебя все равно расходы будут такие и так далее. И это на каждую сферу жизни. Поэтому вот, в плане того, что не пытаться все контролировать, но быть отзывчивым и анализировать. Дальше делать акцент не на периоде, который я сейчас проживаю, и на смену которому придет новый, но на моем отношении. В плане того, что можно, вот опять же, погрузиться в думы, вот я сейчас прохожу вот через это. Вот так-то, так-то. Особенно, знаете, личный пример приведу. Когда я начал ходить в церковь, я пока еще формально холостой, да, но скоро это изменится. Вот. И я начал ходить в церковь и такой думаю, так, период, когда я, уже 3 было, пора бы жениться, все такое и так далее. Я вот прохожу период, когда у меня еще нет супруги, и такой думаю, когда уже будет, То есть
я прохожу период и делаю акцент на том, что ну нету у меня Господи, пошли, Господи, пошли, когда будет, кто будет и так далее. Вот. Делаю акцент на этом. Но я принимаю этот факт того, что я прохожу сейчас период, и то я всегда говорил, что период не одиночества, а уединения, потому что я никогда не один, Бог со мной. Но период уединения, когда у меня нет пока что жены. В этот период я понимаю, что нужно менять отношения, что можно почитать литературу, которая не противоречит Библии. Допустим, там Гэри Чепман «5 языков любви». Можно посмотреть, кстати, всем, кто хочет проапгрейдить свои взаимоотношения там, с супругой, или вообще я советую, что касается семейной сферы, сапожник без сапог. Тем не менее, посоветую Гэри Чепмана «5 языков любви». И, слава Богу, есть одна семья, очень хорошая, служителей, у которых выходят выпуски с разными другими служителями. Если вы слышали, может, семья Питайкиных. Очень, очень полезная. У них на YouTube, у них в Телеграме есть канал. На самом деле, прям очень хороший. Они снимают выпуски там, с Мацулой, снимали с Олегом Борисовичем Поповым, с более молодыми, с Карагянами снимал и так далее. То есть я понял, что у меня есть такой период. Я делаю акцент не на нем, я делаю акцент на себе. То, что в данный этап я подготовлю свое сердце, свои какие-то привычки банальные. Начну собирать носки дома. Я шучу. Это просто стандарт, такая шутка. Вот. В этом плане, да, в этом периоде я делаю акцент не на периоде, а на себе. У меня почему-то, когда я советовался с отцом насчет проповеди, он... Что мне сказал? Прости, пап, я не помню, что ты мне посоветовал. Но я запомнил то, что я выбрал. У меня пришла ассоциация с тем, когда Иисус и ученики переправлялись через море, когда шторм возник. То есть они... они находились в одной лодке с Иисусом, и ладно, я понимаю, если бы они первый раз увидели, да? Но они видели, что Он превращал воду в вино. Они видели, что Он сказал, бросьте сети, ничего не было, да? Все время ловили, всю ночь ловили, ничего не поймали. И по слову Его бросили сеть и поймали тут же. Что это совпадение, что это, Господи, даже Фома бы понял, что это точно дело рук Господа. Вот. В этом плане, когда они переправлялись через шторм, что произошло? Они ему начали говорить, они именно на обстоятельствах сделали акцент, а не на себе, то, что Бог с ними в лодке. Они такие, Боже, мы тонем. Что он им сказал? Мало веры. И приказал, шторм утих. Вот. Следующий пункт. Быть благодарным Богу за все. Благодарение – это мощный инструмент, мощное орудие, про которое в Библии пишется не раз. Даже банально, что Давид писал, благодарю тебя много за что. Не буду все перебирать. Вот. В плане того, что благодарность – это мощный инструмент. Даже когда в стесненных обстоятельствах ты находишься, ты благодаришь Бога за то, что у тебя все живы и здоровы, потому что не у всех живы и здоровы бывают те, кто им дорог. Что у тебя есть пища и питье на сегодняшний день, потому что не у всех это есть. И даже когда ты за такие элементарные моменты благодаришь Бога, как-то и положение сердца меняется. Вот. Стараться держать свой взгляд на Боге. Следующий пункт. Потому что, проходя какой-то этап, мы можем также даже не думать о том, что Бог ведет тебя вот для этого, готовит тебя к этому, что Он дает тебе возможность того. Ты настолько забуриваешься порой в ту или иную ситуацию, в тот или иной момент, что не смотришь даже на Бога. Вот. И последний пункт, как мне быть в этот или иной период, это давать место Богу. Да, мы можем благодарить Бога. Да, мы можем смотреть на Бога. Но при этом я сам. Вот.
и стараться держать свой взгляд на Боге, на пункт назад возьмем. Интересный такой тоже пример возник, когда готовился, я сразу вспомнил, как пророк Илия, когда он бежал от Иезавели, когда он поел, попил 2 раза и пошел в путь, в горы спрятался. Что порой люди, когда, допустим, даже когда все хорошо, они смотрят на Бога, то есть не обязательно, что в плохом периоде смотреть на Бога, и в хорошем тем более, чтобы приумножать то, что имеется, держать свой взгляд на Боге. И порой, знаете, люди такие, приводят, да, яркие примеры, что Иисус воскресил Лазаря из мертвых и так далее. И даже сам порой ждешь такого представления, что вот Бог, знаешь, вот как гром средь бела дня, вот это да от Бога, вот это Бог в данной ситуации или в той или иной. Но 3 Царств, 19 глава, почему-то мне вот откликнулось о том, что не всегда как гром средь белого дня. 11-13 стих. Господь сказал: «Выйди и встань на горе перед Господом. Господь пройдет мимо». И вот страшный, могучий ветер расколол горы и раздробил пред Господом скалы, но ветра Господа не было. После ветра было землетрясение, но в землетрясении Господа не было. После землетрясения прошел огонь, но в огне Господа не было. После огня раздался мягкий шепот. То есть Бог показывает, да, что Он может быть в каких-то больших, грандиозных, таких сотрясающих проявлениях в твоей жизни. Но тем не менее, держать свой взгляд на Господе, и вот со 2 пунктом тоже отличается, анализировать и быть отзывчивым в плане того, что порой Господь говорит шепотом. Так же, как и мы благодарим не всегда за то, что «Господи, спасибо за Mercedes-Benz, такой, да. А Господи, спасибо большое, что меня сегодня подвезли до дома, я далеко живу». То есть вот как мы благодарим порой за мелочи, так и Господь порой говорит в каких-то маленьких, тоненьких, тихих моментах. Вот. Вот. Поэтому я призываю, чтобы мы, проходя тот или иной период, придерживались того, чтобы держали взгляд на Боге, были отзывчивыми, анализировали, понимали, что так будет не всегда. Потому что действительно это такой момент, когда осознаешь и кажется, что все, свет клином сошелся и так далее. И ты просто понимаешь, что так будет не всегда. Недаром, мне кажется, Соломон, самый мудрейший, кто был, на кольце написал. Понимаю, там, знаете, где-то над кроватью одно дело, когда ты там 2 раза в день видишь эту табличку. Или еще, на коне чуть больше, хорошо, и так далее. Но на кольце, когда это всегда с собой, всегда руки перед тобой написано, и это пройдет. То есть, недаром, мне кажется, мудрейший, значит, что-то в этом есть.